Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для скорпионов. Карта недели. Отношения, работа, финансы. Это удача недели, это проблема недели и совет. Итак, дама червовая говорит о том, что скорпионам на этой неделе нужно будет принимать какие-то изменения в свою жизнь. То есть, скорее всего, это то, что вы не ждете. Может быть, и до этого были какие-то изменения, и вы думаете, что все, на этом как бы все закончилось. Нет, что-то еще новое идет, оно касается, скорее всего, не только работы, не только финансов, но и близких людей. Эта карта связана очень часто с семьей, с домом и с детьми, когда у нас какие-то происходят перемены вот в нашем близком круге. Может быть прибавление в семейство в том числе. Давайте посмотрим дополнительно. Да, здесь у нас, скорее всего, нужно будет как-то очень быстро реагировать на эти изменения. Ни в коем случае нельзя затягивать. То есть, скорее всего, тут будет какой-то удачный момент для того, чтобы решить проблемы. Кроме того, здесь нужно как-то себя проявить с самой лучшей стороны. Может быть, какая-то ситуация сложная, да, и здесь вот есть вариант отреагировать негативно и позитивно, да, вот все-таки здесь нужно на позитив нацеливаться. Скорее всего, будет хотеться там разругаться со всеми, будет хотеться высказать все, что мы думаем по поводу там наших близких людей, да, но вот этого не нужно делать. Нужно переключиться на позитив и решать это все очень быстро и действовать так, чтобы как бы всем было благо, и нам в первую очередь. Отношения. Для отношений здесь туз пиковый выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, и возможны отношения, но только здесь инициативу женщина проявляет. То есть здесь знакомство может быть по переписке, здесь может быть знакомство с людьми издалека и с людьми, которые, может быть, даже за границей живут. Ну, довольно-таки интересное тут может быть общение, но карта говорит о том, что стоит все-таки не просто на эмоциях общаться, стоит как-то больше ну, как бы вдумчиво, что ли, отнестись к тому, что человек говорит, потому что тут не все, что он говорит, может оказаться правдой. Теперь для тех, у кого есть пара. Король пиковый в эту позицию выпадает. Эта карта говорит о том, что, скорее всего, вот один из партнеров будет хотеть проявить власть, и, может быть, это даже будет как-то слишком, да, то есть вот самое главное здесь, чтобы не было какого-то подавления, чтобы не было такого диктата, вот что я сказал и все, то есть нет того, чтобы там посоветоваться с партнером, да, или решить что-то вместе. Вот здесь вот такое желание все решать самому и давить на партнера. Это, конечно, может быть не очень хорошо обернется, то есть нужно обязательно здесь следить за собой. Скорее всего, вот в последнее время были какие-то события, которые вас, ну, как-то с лучшей стороны, может быть, зарекомендовали, да, может быть, вы как-то, в общем, от вас, может быть, очень много зависело в ваших отношениях, и здесь вот есть такая опасность возгордиться, посчитать себя лучше своего партнера и вот вести себя как-то не самым лучшим образом. Поэтому вот обратить нужно внимание, чтобы не было проблем в будущем. Нужно, чтобы в отношениях снова восстановилось равноправие, чтобы у вас были абсолютно одинаковые возможности в отношениях, чтобы никто никого не подавлял, чтобы не было излишней критики и так далее. То есть, ну, здесь вот такое вот равенство надо восстановить обязательно, иначе возможны проблемы. А теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, валет бубновый. Карта говорит о том, что нужно действовать очень быстро и активно. И от того, насколько вот это будет быстро, настолько и результат для вас будет положительный. То есть вот эта карта говорит о том, что вам, возможно,
придется прибегнуть к помощи чьей-то. То есть это не обязательно вот самим вам только действовать. Может быть, пусть кто-то вас продвинет, может быть, кто-то из людей, которые имеют влияние, да, могут помочь. Очень есть хорошая возможность для получения работы, но, знаете, как-то все очень неожиданно происходит, как будто либо вы не готовы, либо у вас нет достаточного образования вот по вот этой профессии, которую вам предлагают, либо просто вот ситуация складывается таким образом, что вот что-то вас очень сильно удивляет. Но в любом случае это все можно разрешить себе на благо. Теперь работа или свой бизнес. Король червовый говорит о том, что, скорее всего, здесь предполагается отдых, отпуск, либо уединенное такое рабочее место, когда вы всю ответственность за работу берете на себя. Но, в принципе, вам так комфортно, вы чувствуете, что никаких, в принципе, преград для вас нет. Хорошая карта для того, чтобы работать либо на дому, либо просто находиться в очень таких условиях, которые устраивают. Также хорошее время для отпуска, для отдыха, для того, чтобы побыть с семьей, с близкими людьми. Если это не работа, да, то вот для кого-то это такой запланированный отпуск. Это не вынужденный отпуск, а именно запланированный, когда нам нравится вот то времяпровождение, которое у нас есть. А также эта карта говорит о том, что, может быть, придется все-таки какие-то вот в каких-то ограничениях находиться, да, потому что все-таки мы здесь ограничены близким кругом, у нас нет выхода вот на каких-то новых партнеров. В общем, здесь все равно какие-то ограничения присутствуют. А также эта карта очень часто говорит о том, что решаются какие-то вопросы с местом. Может быть, там вы работали в офисе, да, а теперь либо офис куда-то переезжает, либо вот вас на удаленку переводят, или, может быть, вы сами меняете, если, допустим, у вас свое дело, может быть, вы меняете место. Вот ваш офис, допустим, был раньше где-то в каком-то там офисном здании, да, а сейчас, может быть, вы хотите на дому работать. В общем, все равно тут время, место очень важно. А также эта карта говорит о том, что, может быть, вы как-то, в общем, реконструируете, да, вот то, что у вас было. То есть вот та работа, которая была, она может остаться, но все равно какие-то изменения вы сюда можете вносить на этой неделе. А также, если ваша работа касается недвижимости, очень удачное время для этого. Могут помогать, кстати, в работе домашние, да, партнеры близкие, брачные и так далее. То есть, ну, как бы общий семейный бизнес у вас тут может хорошо идти на этой неделе. Тут все в этом в плане. А для финансов девятка бубновая для тех, кто работает за зарплату. Карта говорит о том, что, скорее всего, на этой неделе не получается решить вопрос с финансами. Либо вы получите эти деньги, но вот когда будет следующая выплата, вы не знаете. То есть все равно есть какое-то такое вот ощущение, что с финансами что-то не так, как будто бы закрывается какой-то источник дохода, а будет ли новый, вы пока не знаете. Но карта говорит о том, что, конечно, будет. Это просто временная какая-то трудность. Для тех, у кого свое дело по финансам, король трефовый выпадает, карта говорит о том, что есть тоже задержки. И кроме того, вот по этой карте очень часто идут либо заниженные какие-то поступления, платежи, либо, знаете, даже нарушение договоренности по финансам, либо вот явный обман какой-то на деньги. То есть нужно быть очень осторожным тем, кто работает вот в своем деле, в своем бизнесе. Что-то тут нечисто, и тоже вот до прояснения ситуации, вот до того, пока вы не будете понимать четко, не стоит никакие переводы денежные делать, не стоит никакие сделки совершать. Вот должно быть все четко и ясно. Вот по этой карте очень желательно приглашать специалистов, которые хорошо разбираются
в бумагах, да, это юристы, это разные финансисты и так далее, чтобы у вас все было здесь прозрачно и понятно, потому что здесь вот ошибки могут вам дорого стоить. Дальше, восьмерка трефовая для совета, вернее, для удачи выпадает. Карта говорит о том, что удача будет в том, что вы заручитесь поддержкой людей, которые обладают властью, которые, возможно, могут решить разрешить какие-то сложные ситуации, которые у вас сложились. То есть помощь со стороны обязательно привлекать, тогда будет удача. Также эта карта говорит о том, что нужно и самим тоже быть сильными, нужно положиться на себя, желательно, чтобы были денежки какие-то отложены, да, для того, чтобы вы чувствовали свое спокойствие и не боялись за будущее себя и своей семьи. А также эта карта предполагает тоже некоторые задержки, то есть удача, может быть, даже нас ждет в том, что какие-то события откладываются, и нам дается возможность какие-то в это время важные дела решить, что-то запланировать, что-то проанализировать. В общем, не наделать каких-то ошибок. Вот как раз удача в том, чтобы немножечко затормозить и хорошенечко все обдумать, взвесить и так далее. Проблема девятка червовая. Карта говорит о том, что проблема в излишней информации, которая, скорее всего, ложная, которая такой вот вносит туман и неопределенность. Скорее всего, вот на эту информацию, которая лично вас не касается и не касается лично ваших дел и финансов, на нее лучше не обращать внимания, потому что она лишь только помеха, сбивает вас с толку. Совет для скорпионов на эту неделю: семерка бубновая. Карта говорит о том, что нужно обязательно учиться. Для того, чтобы верно здесь все, в общем, верно действовать, для того, чтобы улучшать свою сферу работы и финансов, нужно обязательно какие-то новые знания получить. Может быть, это и новая профессия, может быть, в своей профессии как-то углубиться, может быть, здесь финансовая грамотность нужна. Но в любом случае у вас есть такая возможность, и, скорее всего, уже в вашем окружении есть люди, которые могут вам помочь вот с этим вопросом, либо они могут вас сами обучить, либо они могут вас направить, просто вот, допустим, выбрать правильные там курсы, обучение, преподавателя и так далее. Кроме того, эта карта советует нам как можно больше общаться на этой неделе, спрашивать чужое мнение. То есть даже если мы в чем-то уверены, все-таки лучше, чтобы другие люди тоже высказались по какому-то важному вопросу, чтобы мы могли все это взвесить. То есть, скорее всего, мы можем ошибаться в каких-то вопросах, особенно в финансовых. И вот чужое мнение было бы хорошо выслушать. Скорее всего, там будет истина, да, то есть нужно поговорить с другими людьми, если есть какие-то сложные, трудные вопросы, и не полагаться только на свое мнение. Ну и мнение экспертов, конечно, тоже здесь очень важно. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Здоровья и радости вам. До новых встреч!